Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Приветствую вас всех. Я думаю, что вы слышали такую новость, что на территории оккупированной Чеченской республики Ичкерия в чеченских школах учебный день будет начинаться с прослушивания песни «Я русский». Сначала я прочитаю вам эту новость, а потом выскажу свое мнение, прокомментирую. С 23 февраля школьники 6 республик Северного Кавказа будут начинать свой учебный день с прослушивания песни «Я русский». И якобы эту инициативу выдвинул Кадыров о включении вот этой песни в воспитательную программу школ вместе с Чечней, как они говорят. Эту инициативу якобы поддержали Министерство образования Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и Дагестана. Во-первых, я хочу сказать, что чтобы выдвигать какие-либо идеи или же инициативы, для этого нужно думать, для этого нужно иметь мозги, для этого нужно иметь серое вещество в черепной коробке, которое отсутствует у Кадырова. И вот эта инициатива, то есть целая программа, исходит от российских спецслужб, то есть от Путина, от российской власти, по уничтожению и унижению чеченского народа. То есть из чеченцев хотят сделать русских. То есть стереть нашу национальную идентичность, наш язык, и после этого мы станем их рабами. Вот как они хотят. Далее, что означает дата 23 февраля? Именно в этот день, 23 февраля 1944 года, российская власть, Красная Армия, насильственно депортировала целый народ чеченцев, а также другие народы Северного Кавказа со своих земель. И вот эта депортация проходила со всеми этими ужасами, жестокостью. Люди, которые не могли передвигаться, а это больные, женщины и старики, их расстреливали, сжигали или топили в озерах. Во время передвижения эшелонов с нашей родной земли в Казахстан, Сибирь, в Среднюю Азию погибла половина численности нашего народа. Здесь я хочу еще отметить, напомнить, что буквально недавно Кадыров озвучил такое, высказал свою мысль такую, что чеченцы сами виноваты в том, что их депортировали, а также в том, что начинались войны. То есть он обвинил чеченцев в том, что их когда-то депортировали в Казахстан, в Сибирь, когда-то в Турцию, Иорданию или Сирию. И также он обвинил нас в том, что во время двух последних войн российскими оккупантами было убито более 300 тысяч мирных жителей. Я хочу сейчас еще добавить такие моменты к этому. Да, это очень низко, это противно, когда вот мы, чеченцы, например, будь это ребенок, будь это кто-либо, говорить, что вот я русский, или петь их песни. Мы чеченцы, и никто не сможет стереть этого из нас, не сможет. Но для этого Путин и выбрал Кадырова. То есть как-то один старик, выступая на митинге в городе Грозном, сказал такие очень хорошие слова. Он его выбрал так, как выбирает арбуз на базаре. То есть именно для того, чтобы уничтожить его руками чеченцев. И после всего этого имеет ли право Кадыров что-либо говорить от имени чеченцев? Да, он имеет право говорить от имени русских, но ни в коем случае не от чеченского народа. Он не является героем чеченского народа, он не является национальным лидером чеченского народа, а также и вовсе и лидером чеченского народа, потому что это кукла, это марионетка, которая управляется Путиным. Буквально недавно я, выступая, говорил, что Кадыровы – это не чеченцы. Подчеркивал, что такую информацию я получил от его односельчан и людей из его клана, которые передали, что когда-то в давние времена чеченцы нашли маленького мальчика, его привезли, его вырастили, вот как появился прадед Кадыровых. А потом появился Кадыров-старший, потом появился вот этот отпрыск младший, который истязается и уничтожает чеченский народ. Я буду краток в этом комментарии.
Это позорно чеченцу называть себя русским после всего того, что они натворили у нас на нашей земле. И получается, что Кадыров и ему подобные действительно стесняются своей национальности. Они же говорят, что они чеченцы. Хотя, как я уже сказал, они ими не являются. Если копнуть их историю, то появляются вот такие факты, что Кадыров и ему подобные – это не чеченцы. Вот вам еще факт. Я об этом тоже говорил, что Кадыровы не являются чеченцами. То есть род Кадыровых – это не чеченцы. Кадыров-старший когда-то давал интервью газете «Коммерсант». Это можно найти в интернете. И там он сказал, что их род не чеченцы, а казаки. Как-то Кадыров поехал в Иорданию для того, чтобы подкупить тамошних чеченцев, которые когда-то уехали во время вот этой депортации. Да, действительно, в Иордании сегодня проживает очень много наших братьев и сестер. И выступая там, Кадыров тогда сказал, что русских надо любить. И на сцену, где выступал Кадыров, подошел молодой юноша, чеченец, и сказал, почему? Почему этот чеченец должен любить русских? После всего того, что русские сделали на нашей земле и с нашим народом. Кадыров покраснел, он не ожидал такого поворота событий и докопался до этого юноши, начал говорить о его прическе, потому что ему нечего было сказать. Кадыров на самом деле не Кадыров, как оказывается, как я вам говорю, а может быть какой-то Иванов, Сидоров, там, Петров, не знаю. Но в любом случае это не чеченцы. Пускай он прикрепит к своему уху такую бирку с надписью «Я русский», как это делают баранам. Я считаю это позором, когда ты отрицаешь свою национальную принадлежность. Мы чеченцы.